Семьи детей, родившихся в день чувашской вышивки, получили памятные подарки. Это стало ежегодной традицией национального праздника, который учредил глава республики 3 года назад. И в этот раз торжественное мероприятие прошло в Театре оперы и балета. Там чествовали народных мастеров и объявили о старте новой акции. Сначала 6-метровый сурпан, следом вышитая карта Чувашии, а в этом году и все регионы страны на огромном полотне. Мастерицы республики создают национальное достояние. Похоже, что вышитая карта России станет экспонатом года. Посмотреть на нее в Чувашский национальный музей приехали десятки тысяч гостей. Эта работа стала лауреатом премии «Гордость нации». Продолжение следует. На полотне появятся еще 4 субъекта, которые стали недавно частью России. В республике в год счастливого детства пройдет еще одна масштабная акция. Вышитый оберег для каждого ребенка Чувашии. Старт дали в Театре оперы и балета. Среди народных мастеров выбирают лучших. В этом году на суд организаторов конкурса среди профессиональных вышивальщиков прислали свыше 50 работ. Самой старшей участнице зал аплодировал стоя. Раиса Михайлова верна своему делу, несмотря на почтенный возраст. Ей 95 лет, и она продолжает вышивать. Гран-при конкурса «Живи узор чувашский» стала Ирина Ефимова, художница из Мариинского посада. Выставила солдатский платок, сама разрабатывала эскиз. В него включила родовой знак, который тоже исследовала даже. Почти жизнь моя я занимаюсь только чувашской вышивкой. Подарки вручали не только финалистам регионального конкурса, но и младенцам, родившимся 26 ноября. Распашонки и игрушки с национальными узорами мамам передали через главных врачей перинатальных центров. Многие гости в Театр оперы и балета приехали в нарядах, также украшенных вышивкой. Любовь к этому ремеслу передается из поколения в поколение. Мне было где-то 7-й, 6-й, так или 5-й класс. Мы же ходили в уборку на лошадях тогда. Вот, и начали там вот вышивать. Училась там, в поле. Вот теперь я без этого не могу. Сколько вам лет тогда было? Мне немало, 66 лет. В Чувашии работает единственный в стране музей вышивки. Создана школа, где обучают этому ремеслу. Недавно был запущен сайт с видеоуроками. Глава региона отметил, что интерес к народному творчеству в республике растет. Вышивки, если внимательно к ней присмотреться, ее почувствовать, есть неиссякаемая сила, энергии предков наших, красота, вот именно разнообразие этой красоты, а самое главное – возможность творить и созидать постоянно. И вот эти составляющие вышивки, конечно же, очень ярко передают и глубину традиций. Через вышивку мы, конечно же, с одной стороны, привлечем внимание к Чувашии. И если наши дети будут расти в окружении вышивки, познавая вышивку, они будут обладать вот этой силой. В день чувашской вышивки в Театре оперы и балета также презентовали новую коллекцию молодежной и детской этноодежды. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев и Сергей Емельянов. Республика.